Доброе утро всем тем, кто встречает утро вместе с нами в эфире главного национального канала. Передача «Новый день». И с вами Евгения Бурдова. И Максим Гоголев. Сегодня феноменально потеплело. И, надеюсь, вам хватило времени выспаться. Ну и я думаю, сейчас самое время узнать, какие интересные даты на сегодняшний день выпали на календаре. Итак, 11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Основной целью резолюции является достижение качественных изменений в процессе вовлечения женщин и девочек в научную сферу. Нам необходимо поощрять девочек и женщин к полному раскрытию своего потенциала в качестве научных исследователей, инноваторов, поддерживать их в этом. Так сказал генсекретарь ООН Антонио Гутерриш. Ну что ж, согласимся с мнением Антонио Гутерриша. Также сегодняшний день в календаре обозначен как День Всемирный день больного, призванный скорее поддержать людей, попавших в печальное число заболевших. В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность. Ну а мы от себя хотим пожелать сегодня всем выздоровления. Если вы больны, ну скорее выздоравливайте, конечно же. Да, действительно, следите за своим здоровьем, а лучше всего следить, занимаясь спортом. Самое интересное, что в 1928 году в этот день в программу зимних Олимпийских игр были включены состязания спортсменов-скелетонистов. Вид спорта скелетон получил от названия самих саней. В стоячем положении чем-то напоминают скелет человека. Прообразом современных спортивных саней-скелетонов стали норвежские рыбацкие сани 19 века. Кстати, именно тогда и зародился санный спорт, под видом которого стал скелетон. Первыми спускаться на санях по заснеженным горным склонам начали британские туристы швейцарских Альпов. Современный спортсмен лежит на животе, головой вперед, с вытянутыми вдоль тела руками и управляет движением саней ногами, обутыми в специальные ботинки с шипами. Скорость, которую он при этом развивает, достигает 130 км в час. Ну, просто дикая скорость, мечта всех детей. Да, ну опасно. Да. Женя, мы сегодня поговорим о программе «Земский доктор». Да. Также поговорим сегодня с победителем президентского гранта. Также поговорим немного о японском языке. И в конце разговора у нас будет разговор о народной дипломатии. Так что, друзья, следите за нашим эфиром. Если будут какие-то вопросы, можете отправлять нам их на WhatsApp. Да, как сказала Женя в начале, погода сегодня прям очень оттаяла. И какая погода ждет нас на сегодня, давайте узнаем. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах минус 15, минус 19, днем минус 9, минус 15. В Заречных минус 18, минус 22, днем минус 12, минус 17. В Южных минус 11, минус 17, минус 9, минус 12, днем. В Вилюйских минус 13, минус 19, днем минус 14, минус 16. В Нижнеленских минус 18, минус 25, днем минус 17, минус 22. В Западных минус 8, минус 16, днем минус 9, минус 17. Холоднее, чем утром будет днем. В Колымо-Индигирских Улусах минус 23, минус 41. Днем минус 18, минус 39. В Янских минус 26, минус 38. Днем минус 22, минус 32. На северо-западе минус 30, минус 33. Днем минус 31, минус 33. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 18 градусов, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 2 метра в секунду, днем ожидается минус 16, минус 18. Ну вот, собственно, погода теплая, но, друзья, не спешите раздеваться, потому что, как вы знаете, сейчас идет эпидемия гриппа, а он коварен. Что ж, будем продолжать наш эфир. В эти дни проходит отчет правительства Республики Саха-Якутия. Всего было создано 23 рабочих группы, которые побывали в разных районах республики. В Оленёкском, Вилюйском, Ленском, Алданском, Нерюнгринском, Среднеколымском и Усть-Алданском, Тампонских улусах. В отчете всего приняли участие 7312 граждан. Было проведено 397 личных приемов граждан членами рабочей группы. На этой неделе состоится отчет в Анабарском, Устьянском, Горном, Мирном, Чурапчинском, Намском, Улусах и в Жатае. Так что, если у вас есть какие-то вопросы или хотите уточнить какие-то программы, следите за работой отчетной комиссии.
Далее сюжет про программу «Земский доктор», которую разработало правительство в 2012 году, условия которой привлекают все больше и больше молодых специалистов. Программа государственной поддержки «Земский доктор» разработана правительством в 2012 году и направлена на привлечение молодых специалистов для развития и модернизации здравоохранения в небольших городах и селах с населением до 50 тысяч человек. На данный момент программой охвачены все регионы. В 2011 году окончила Республиканский медицинский колледж города Кызыла, Республики Тыва. И по объявлению однажды увидела объявление, что в поселке Тикси требуется фельдшера по земской программе, и решила поехать. И вот, работаю в Булунской центральной районной больнице, отделение скорой медицинской помощи, 6-й месяц старшим фельдшером. От руководства больницы получаем всю возможную поддержку, чем я очень довольна. И не жалею, что решила приехать сюда. Субсидия в 1 миллион врачам и 500 тысяч фельдшерам предоставляется по программе «Земский доктор». В результате реализации данной программы в районах республики вырос уровень обеспеченности врачами. Приехал я в декабре 2018 году. Приехал я из северного города Норильска. Там я проработал 2,5 года врачом ультразвуковой диагностики. В Белую гору я приехал по программе «Земского доктора». Работается очень хорошо, люди очень приветственны, приняли очень хорошо. По приезду обеспечили полноценным жильем, благоустроенная квартира, кабинет оснащен, есть аппараты ультразвуковой диагностики, рентген-аппарат. Программа выполнена земского доктора. Вот можно спокойно работать. Выплата предполагалась быть целевой, которая может быть потрачена на приобретение жилья, дома или квартиры, покупку земельного участка для строительства дома, постройку жилого помещения. Дом у нас двухэтажный, полностью с бруса, 6 на 8. Это сначала 6 на 8 было, потом на следующий год, в 2013 году, добавили 4 на 4 кухню. И тот же год построили гараж на две машины, 2 бокса. И постепенно уже начали по-современному сделали благоустройство. По факту за расходованием средств контроль не установлен, ведь предполагается, что работая в сельской местности в течение 5 лет, так или иначе средства будут потрачены на проживание. Я думаю, что единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей недостаточно, так как поселок очень труднодоступный, цены очень дорогие и к метеоусловиям трудно адаптироваться. А в центральных районах Якутии мои коллеги получают ту же сумму, а там все доступно. Всего за период с 2012 по 2018 года по федеральной программе «Земский доктор» привлечено на работу по республике более 700 медработников. В этом году планируется переселить в сельскую местность 119 врачей, 27 фельдшеров. На сегодняшний день заключено 57 договоров. Также в текущем году Владимир Путин при обращении к Федеральному собранию предложил снять возрастные ограничения в 50 лет для работников здравоохранения при переезде в сельскую местность. Алексей Лукин, Екатерина Соломова, Юргияна Романова, Иннокентий Кривошапкин, Тикси, Белая гора, Намцы, Якутск. Ну что ж, друзья, хорошая инициатива нашего правительства. И я думаю, Максим, сейчас мы продолжим эту тему. Да. У нас в гостях Вера Владимировна Аржакова, руководитель отдела государственной службы кадровой антикоррупционной политики и наград Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Вера, доброе утро. Доброе утро. Ну, Доброе замечательный сюжет, который нам дал общее представление по программе «Земский доктор». Программа как давно реализуется? В чем еще ее моменты, аспекты? Постановлением правительства Российской Федерации утвержден порядок осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, это врачам и фельдшерам, прибывшим, переехавшим, в сельские населенные пункты, поселки городского типа, малые города с численностью населения до 50 тысяч человек на работу. Так, за период реализации с 2012 по 2019 годы по республике направлено на работу 799 врачей. Из них в малые города 48 специалистов, в села 666 и в поселке городского типа 135. По программе «Земский фельдшер», так как она работает у нас только с 2016 года, всего направлено 51 специалистов. Если говорить о 2019 году точечно, то всего заключено
97 договоров, из них 71 врач направлен и 26 фельдшеров. Что интересно, вот если кратенько, какие должны быть условия, чтобы получить этот... Да, всех эту берете выплату, да. или кого? Есть какие-то изменения в 2020 году? По врачам и фельдшерам утверждается перечень должностей, реестр, исходя из вакансий в наших медицинских организациях. Должен специалист трудоустроиться и по факту трудоустройства направить пакет документов на рассмотрение на комиссии Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Комиссия рассматривает и по заключению утверждает данного специалиста и перечисляются уже финансовые средства на лицевой счет данного специалиста. И в требованиях отработка не менее 5 лет в данной медорганизации, в данном населенном пункте. То есть конкурс все-таки есть. Не всех подряд берете, да? Да, самое главное требование, это чтобы специалист прибыл или переехал в данную медорганизацию в течение данного года. То есть в 2020 году только могут претендовать на данную выплату прибывшие и переехавшие в 2020 году. Ну, построить он может свое жилое помещение где угодно. Конечно. Слушайте, такой вопрос, да? Какие все-таки суммы выдают? Есть ли какие-то ограничения по расходованию и как быстро специалисты их получат на руки, скажем так? По выплатам, по размеру выплат, в 2020 году сумма увеличена. Для врачей, прибывших, переехавшим в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, сумма составляет 2 миллиона рублей. Для фельдшеров данная сумма составляет 1 миллион рублей. А прибывшие, переехавшие в малые города с численностью населения до 50 тысяч человек, данная сумма по врачам 1 миллион рублей, и для фельдшеров это 500 тысяч рублей. В этом году мы максимально для укомплектования наших арктических районов и нашего первичного звена максимально утвердили квоты для наших арктических районов. Например, для Булунской центральной районной больницы утверждено 16 квот, для Анабарской ЦРБ 6 квот, для Жиганской центральной районной больницы 9 квот. То есть максимально мы для укомплектования арктических групп утвердили квоты для Арктики. Ну а сейчас уже сколько заявок получено? На дальние, отдаленные районы. На сегодняшний день поступила одна заявка от одного врача. Всего-то? Да, всего. То есть на начало года обычно совсем мало заявок. То есть приток идет в июне, в июле, в августе, когда выпускники трудоустраиваются после окончания медицинского института или медколледжа и трудоустраиваются в наши подведомственные медицинские организации. Куда обратиться, чтобы подать эту заявку? Пакет документов направляется в адрес Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия по адресу Курашова, 36, кабинет 308 или в канцелярию, это в общий отдел. А могут быть такие случаи, что, допустим, выпускникам откажут? Какие критерии отбора специалистов? Для выпускников основной критерий, он не должен был обучаться по целевому обучению. Если выпускник закончил по целевому обучению, то он должен трудоустроиться в медицинскую организацию с укомплектованностью менее 60%. Да, в данном случае, в данном случае выплату он получит. Если он трудоустраивается и направляется в медицинскую организацию свыше с укомплектованностью 60%, то он на данную выплату не претендует. Ну вот в прошлом году 97 врачей получили вот это пособие, или как назвать. А сколько было заявок? Заявок было, конечно, 97 всего, и мы их максимально всех утвердили. Согласовали. Ну, то есть по мере поступления вы как бы... Да, мы их рассматриваем, и ежемесячно заседает по мере поступления, комиссия заседает, и утверждаем всех тех, которые направили к нам пакет документов. Мы в прошлом году отказали 8 в связи с тем, что данные специалисты были трудоустроены ранее в данную медорганизацию. То есть место было просто занято уже, получается? То есть они работали и трудоустроились в 2017 году, в 2018 году и направили пакет документов для участия только в 2019 году. Да. Ну, то есть они только должны поступить? Да. Вера, мы посмотрели хороший такой сюжет, действительно, молодые специалисты строят дома, и сейчас уже и не молодые могут получить выплаты. А есть какие-то данные, скажем так, по оттоку?
можно предположить же, Максим, Конечно. что кто-то, отработав 5 лет, получив эти выплаты, решив какие-то финансовые вопросы, ну, Конечно. решит перебраться, скажем, допустим, обратно в Якутск. Процент какой? По истечению отработки 5 лет у нас 30% те, которые уже переехали. Да? И есть те, которые досрочно расторгли данный договор и также переехали в другой населенный пункт. Также по новшествам хотела отметить, в 2020 году у нас сняты возрастное ограничение. То есть если ранее до 2019 года возрастное ограничение для претендентов было 50 лет, то с этого года вот именно возрастные ограничения сняты. То есть любой специалист, вне зависимости от возраста, может претендовать на данную выплату. В 2020 году запланировано прибытие 151 специалиста, это 124 для врачей и 27 фельдшеров. Вот в случае, если врач Изменились решил жизненные не 5 лет, да, обстоятельства, не 5 да. лежит, а раньше решил уехать. Что с этими деньгами-то делать? Согласно, Потраченными? да, я услышала, согласно пропорционально отработанному времени, он возвращает ту сумму, по которой он не доотработал. То есть сумма делится на 5 лет? Да. и- Допустим, 2 Понятно. миллиона мы делим на 5 лет, 1 год это 400 тысяч, и, соответственно, проводим калькуляцию, сколько Да. мы остались должны Министерству Да. здравоохранения. Ну, это очень отличная программа, если так взять. А раньше было как? Раньше просто врачи направлялись там на север, да? Просто, да? А сейчас есть выгода. Да, Ну что ж, сейчас Вера, есть выгода, большое действительно. спасибо, что пришли, поведали нам и про изменения, и про то, что процент оттока все-таки, скажем так, жизненный и нормальный. Спасибо. Спасибо, что вы к нам пришли. Что ж, мы хотели бы напомнить сперва, что нам пришло одно сообщение. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения маму. Ее зовут Варвара Васильевна. Мама, спасибо тебе за то, что подарила жизнь, за счастливое детство, за прекрасные моменты в жизни. Ты для нас всегда будешь примером для подражания. Будем всегда помнить и любить тебя, твои дети. Замечательные слова, но Да. мы продолжаем Да, наш и в эфир. продолжение темы отношений родителей с детьми. Вы знаете, что 11 февраля отмечается как День волшебных сказок на ночь. Да, это верно, именно волшебные сказки рассказывают на ночь родители своим детям. Через сказки ребенку можно развивать фантазию, мышление. Через сказки наши дети хорошо воспринимают и переваривают информацию. Сказка окутана такой тайной и таким волшебным свойством, что любой ребенок никогда в жизни не откажется от сказки на ночь. Так и мой ребенок, да, мой сын, который вот после всех процедур таких долгих, там, питья воды, сходить в А можно туалет, еще? А можно еще раз, да, потом мы начинаем спорить, сколько сказок же мне нужно рассказать. Торгуйтесь. Торгуемся, это обычно, мы сторговываемся где-то на 10 сказках, я соглашаюсь. И на какой он засыпает? Да, только потому, что он засыпает на первой или второй. Хороший Вот, рецепт, да. чтобы ваш ребенок уснул Это лайфхак. побыстрее. Соглашайтесь хоть на 1000 сказок, потому что ребенок обычно засыпает на первой или второй. Так что сегодня, родители, когда вы будете укладывать своих детей спать, обязательно расскажите сказку, которая будет придумана вами, и ваш ребенок уснет совершенно счастливым. Да, действительно. Ну, а в дальнейшем давайте посмотрим следующий сюжет. Да. Что ж, как вы смотрите, также еще идет продолжение. Что я хотел бы сказать. Сказки, которые придуманы вами, вот сейчас очень важны для ребенка. Раньше мой ребенок, допустим, ему достаточно было рассказать сказку про Колобка. Обычно, Про репку, да. классическую. А сейчас он этого вообще не хочет. Он хочет, чтобы я именно придумал. Ну, я думаю, что сказки таким образом развивают и наше взрослое воображение. Да. Друзья, у многих народов мира существуют рассказы о мистических и таинственных драконов. В якутской мифологии они, кстати, тоже были, но никто не знает по описанию, как они выглядели. Кстати, у вас есть прекрасная возможность самим придумать образ якутского дракона. А как это сделать? Для всех, кто любит рисовать и интересуется темой якутских драконов, следите за информацией о конкурсе «Мой личный дракон» на сайте Министерства культуры и духовного развития республики. Придумайте своего дракона и отправьте рисунки на электронный адрес, указанный в титрах. Друзья, как мы уже ранее говорили, что у нас в этом сегодня очень потеплело, и у многих гипертоников и гипотоников есть проблемы. Будете следить за нашим эфиром, расскажем, как справиться с этими симптомами. Да, сейчас пока посмотрим этот сюжет. Увидев рисунок с драконом на фоне ленских столбов, возможно, кто-то скажет, а разве бывают якутские драконы? Для художника Николая Мочкина эта тема не вызывает вопросов.
С детства люблю рисовать. Динозавры и драконы меня всегда интересовали их внешностью. И когда-то жили, ходили по земле, действительно, вот, динозавры. И это очень завораживает и удивляет меня. Николай – автор рисунка, ставшего символом CG-арт-конкурса для художников под названием «Мой личный дракон». В этом году под таким же названием состоится премьера документального фильма об экспедиции палеонтологов в поисках динозавров в Якутии. Родилась идея о том, что необходимо говорить не только о динозаврах, но еще и о мифологической составляющей этой темы о драконах Якутии. Эта тема оказалась очень новой, очень сложной, потому что перед нами была поставлена задача для фильма найти информацию об упоминаниях драконов в мифологии, в Олонхо. Дракон – это очень древний, у всех почти народов. А в традиционном Олонхо вот эти абасы, например, рукопашную дерется с богатырем, да? Или в обличии этого трехглавого змея дышит огнем. Художник Николай Мочкин образы своих драконов черпает из массовой поп-культуры, но в будущем у него есть желание создавать эпических героев. Есть такие идеи сделать работу в нашем Олонхо. Я со временем готовлюсь к этому. CG-арт – это компьютерная графика, да? То есть это абсолютно цифровое искусство, и не только маститые уже профессионалы, художники, которые работают в этой технике, могут принять участие, но еще и дети. Потому что сейчас для каждого ребенка CG – это достаточно близко уже. Да? Также будут приниматься от детей рисунки достаточно традиционного нашего формата на бумаге. Так что, друзья, если вы хотите испытать свои художественные способности, поделиться своими фантазиями, вы можете направлять ваши рисунки по указанному адресу Минкульт saha.gov. Да. Или уточнитесь на нашем инстаграме, мы вам напишем в личку, куда именно отправлять ваши рисунки. Что ж, и тема следующего разговора, как мы уже сказали, разговор с победителем гранта Российской Федерации, да, президент Российской Федерации. У нас в гостях Виктор Шадрин, атаман Жатайского станического казачьего общества. Виктор, доброе утро. Ну, вы сегодня по-граждански одеты, настроение у вас отличное, победы вам принес 19-й год. Вот расскажите, как в октябре 2019 года вы выиграли этот важнейший грант президента Российской Федерации и на какой проект? В чем заключается этот проект? Доброе утро, уважаемые телезрители. Жатайское станичное казачье общество образовано в 2004 году, в декабре 2019 года мы отметили 15-летний юбилей, будем так говорить. 2019 год действительно у нас сложился удачным. Мы выиграли президентский грант. В 2019 году проводилось 2 этапа президентских грантов. Мы подавали заявку, на оба этапа. На первый этап мы подавали заявку с проектом «Кадетское братство» по созданию казачьего класса в среднеобразовательной школе номер 1 поселка Жатай. Но, к сожалению, мы не вошли в число победителей, не набрали 4 балла. Но чем отличительная черта президентских грантов, что после подведения итогов на сайт заходишь и, можно проанализировать свою заявку. То есть по каким критериям производилась оценка проекта, где мы набрали максимальную сумму, а где мы не набрали максимальную сумму. То есть как-то сравниться с теми, кто вышел в финал, скажем так, выиграл, да? То есть посмотреть, чем они были сильнее, да? Балловая система своей работы. Там немножко не так. Получается, чтобы стать победителем, нужно по каждому критерию набрать максимальное количество баллов. И ты вот уже видишь, что здесь, где набрал максимальное количество, где не набрал. Вот уже по этим направлениям и работаешь, чтобы... Где подтянуть, да? Где подтянуть, где не доработал. Мы провели, так сказать, работу над ошибками.
подтянули свои показатели, где мы не доработали. Но если конкретно, значит, у нас не было сайта, организации, поэтому вот мы создали сайт. У нас не было письма поддержки от администрации поселка Житай, то есть, что этот проект действительно является значимым для поселка. Вот, Конечно. Вот буквально эти вот два момента и не И вы включили позволили, их следующие. не позволили нам набрать вот эти вот 4 балла, да. Мы устранили это замечание, и буквально в течение короткого срока уже Министерство молодежи и социальной коммуникации Республики Саха-Якутия проводило грант здесь, наш республиканский, и мы эту заявку подали уже на республику и вошли в число победителей. То есть мы все равно этот проект осуществили, то есть уже не за счет, не за счет федеральных, а за счет республиканских средств мы как бы казачий класс создали на базе 5 Б класса. Класс вот 2 сентября открытый, ребята, как говорится, занимаются. Ну а потом мы подали заявку, значит, уже на второй тур президентских грантов. Это уже в этом году? Нет, 19-й, я про 19-й говорю. Да. Это второй тур 19-го. Второй тур 19-го. Там мы подавали проект «Традиции предков родим», значит, целью которого является проведение фестиваля казачьей культуры в Доме культуры «Маяк» нашего поселка Житай, который вот состоится 21 ноября 2020 года. Вот. И задачей этого фестиваля является создание ансамбля песни и танцы, ну, казачьего ансамбля песни и танцы. То есть сейчас ведется запись детей. Танцевальная группа уже создана. Но сейчас вот занимаемся и по солистам. То есть по итогам фестиваля мы выявим молодые таланты, которые у нас есть в поселке, значит, ну и будем привлекать их в наш уже вновь созданный ансамбль песни и танца. А много желающих сейчас ребятишек? И возраст какой у них? Ну, в Доме культуры отбоя нету, там желающих очень много. Дом культуры заполнен у нас до отказа. Ребятишки занимаются. Но тут, понимаете, своя специфика, как бы, да, вот именно казачья культура, казачьи танцы, казачьи песни. То есть, ну вот, пытаемся, значит, подобрать и детей вот с этой направленностью, да, чтобы дети имели возможность всесторонне развиваться, да. Конечно. Вот, и проявлять свое творческое мастерство. Вот такая у нас Ну, задача. У меня вот такой вопрос. Я сижу и думаю, вот есть директора, управляющие, а есть атаманы. Да. В чем Атаман как заключается, в чем руководитель. разница того, что вот человек имеет такой статус, как атаман? Обыкновенный руководитель общественной организации. У нас в стране же очень много различных общественных организаций, которые проявляют свою, как бы, инициативу, энергию в каком-то из направлений. Да? Но у нас конкретно вот военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. А сколько казаков у вас в подчинении, скажем так, в вашей команде? 32. Как вы приветствуетесь по утрам? У нас приветствие «Здорово ночевали». Здорово ночевали. Здорово ночевали. Как интересно. Жители нашего поселка. Допустим, Браво, там это у нас Люба. Значит, Люба. Да, Люба. Виктор, ну смотрите, а настоящий казак, он какой по характеру? Такого там специального-то нету, что он должен быть такой. Люди, которые, значит, принимают обычаи и традиции, честные, да. обычаи и традиции казачьей культуры, в общем-то, она ничем особым не отличается. Большое спасибо, Да, что большое пришли. спасибо, что Мы пришли. поздравляем вас с вашими успехами, будем следить за вашим проектом. Спасибо. Не переключайтесь. Ну что ж, еще раз доброе утро, наши телезрители. И нам пришло одно сообщение, и мне кажется, будет особенно приятнее зачитать Евгений. Хорошо, Максим. Доброе утро. Передаю большой привет всем работникам прииска «Молодо» Алмазов Анабара. С новым рабочим днем, друзья, вас. Вот такое сообщение, а далее мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Здравствуйте, в прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Правительство России планирует выделить более 71 миллиарда рублей на выплаты ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава Кабмина. Михаил Мишустин подчеркнул, ветераны получат средства в апреле-мае. Основная задача – оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя. Глава правительства также потребовал усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования. Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом два варианта или две причины. Либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок, если хотите, в системе стратегического планирования. Почти 60 заходов с применением посадочных систем. Летчики Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России провели целевые учебные полеты в сложнейших метеорологических условиях при экстремально низких температурах. Мероприятия продлились 2 дня на базе якутского авиазвена на территории аэропорта как днем, так и ночью. Высота полета по кругу составляла порядка 700 метров. По результатам учений всему участвующему личному составу авиационного спасательного центра была поставлена оценка «Отлично». Лидер сборной России, якутянин Владимир Баланец, снова показал лучший результат, став 15-кратным чемпионом страны. В городе Алексин Тульской области завершился чемпионат первенства России по пара-пауэрлифтингу среди юношей и взрослых. Отрыв спортсмена от главного соперника составил более 30 килограммов. Отборочный международный турнир, определяющий рейтинг лидеров весовых категорий, состоится в середине апреля в Дубае. По его результатам сильнейшие спортсмены получат именные путевки на Паралимпиаду в Токио. Выступление сборной Якутии на чемпионате России эксперты оценивают как успешное. В командном зачете у якутских атлетов 4 золотые, по 1 серебряной и бронзовой медали. До последнего мы не знали, кто будет лидером, и в некоторых категориях мы приняли решение совместно с тренерами, что отбор основной будет, наверное, все-таки на Кубке мира, который пройдет в Дубае. У нас есть чемпионы мира, призеры мира и люди, которые уже имеют шанс отобраться на Паралимпийские игры. Это Баланец Владимир из Якутии, это Кривуля Владимир из Краснодарского края. Мы уже понимаем, что их уже надо готовить к Олимпиаде. А у остальных спортсменов сейчас будет просто шанс на Кубке мира показать себя и возможность завоевать лицензию. Выступление прошло стабильно. Поднимал вес такой, который нужен был для победы. Потом будет больше вес, и так все будет идти к дальнейшим соревнованиям и Олимпийским играм. Соперников своих знаю в лицо, знаком с ними. По итогам чемпионата мира я их обошел, но они тоже не отдыхают в данный момент, тоже тренируются. Будем мериться силами на Олимпийских играх. Уруяйхал. Финалист российского вокального конкурса «Новая звезда» Киджа успешно обучается в музыкальной академии Игоря Матвиенко в городе Москве. Напомним, якутский певец в 2019 году, пройдя большой конкурс, удостоился награды от именитого музыкального продюсера и поступил в музыкальную академию «Мама». В «Новой звезде» принимали участие талантливые певцы из 85 регионов страны. Победителей выбирало жюри, а также телезрители. Киджа будет учиться до мая месяца. «Новая звезда» — это единственный проект, который теперь остался из музыкальных, такого глобального масштаба в рамках страны. А Киджа, вот он сейчас поступил, и, как мне рассказывают педагоги, он абсолютно уникален, талант. Но это я еще понял на самом шоу, потому что в нем прям сочетается такое, причем его национальное вот это вот, не знаю, мелодика, вот с ощущением современности. Впереди еще много важной и актуальной информации. Не переключайтесь. Доброе утро, друзья! Программа «Новый день» продолжает наш эфир. Я думаю, у вас отличное настроение. Ну, перейдем, наверное, к следующим гостям. Очень приятно у нас сегодня видеть в студии специалистов по иностранным языкам. Это Туяра Пермякова, кандидат филологических наук, исполняющий обязанности заведующей кафедры восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ имени Амосова, и Йотарохо Сидзима, доцент кафедры восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ имени Амосова. Доброе утро! Конничева. Настроение отличное. Да. Ну,
Да, кафедра справляет в этом году свое 20 лет. 20-летие. Да. Какие результаты? Поздравляем. Да, да, действительно. 20 лет назад, в 2000 году, в мае месяце, открыли кафедру восточных языков и страноведения. И вот с тех пор, в течение 20 лет, мы преподаем филологов, специалистов японского, китайского, корейского языков. Ну, на сегодняшний день, наверное, нужно говорить о результатах. Да. Мы, конечно, гордимся сегодня нашими студентами, которые радуют нас результатами. Это и международные конкурсы устных выступлений на японском, китайском, корейском языках. Это и победители, среди них есть победители языковых олимпиад дальневосточного, российского и международных уровней. Это, конечно же, кроме того, мы гордимся нашими выпускниками, которых на сегодняшний день более 500 человек, и которые работают в республике, в России и даже за рубежом. Причем работают во всех отраслях. Да, это и туризм, и образование, и государственная служба. Вот. Кроме этого, мы радуемся, что у нас очень много договоров о сотрудничестве с университетами, партнерами из зарубежных стран, из Японии, Китая, Кореи, благодаря которым, значит, наши студенты имеют возможность ежегодно, более 20 человек у нас выезжают на языковые стажировки. В Японию, Китай, Корею это и семестровые, и годовые стажировки, годичные стажировки. И, значит, конечно же, у них повышается уровень владения языками. И конечно, мы гордимся что являемся площадкой для проведения международных экзаменов. Да? То есть наравне со всем миром наши студенты могут сдавать экзамен на определение своего языкового уровня. Да. Ну, все это очень серьезно и здорово. Наши студенты едут стажироваться за рубеж, ну, а студенты каких городов, каких стран к нам приезжают? Вот Ятаро у нас сидит, я знаю, что он с Японии. Да. Но он же преподаватель. Да. Ятаро, расскажи, как ты справляешься с нашими студентами? Да. Да, они очень хорошие. Да. Насколько они послушны? По сравнению с японскими. Они, вот якутские студенты, да, они очень даже напоминают наших японских студентов. Они скромнее, стеснительнее. То есть первое время надо, чтобы они привыкли ко мне, к новым преподавателям. Конечно. Через некоторое время вот они раскрываются. Ятаро, а студентам какого курса вы преподаете? Я всем курсам преподаю. Насколько, мне кажется, что вот японский язык очень сложный, вот, потому что я в лучшем случае английский немножко знаю, как бы, да. Насколько серьезен языковой барьер? Насколько студенты быстро адаптируются? Ну, это сложный вопрос, это, конечно, зависит от студента. Индивидуально. Ну, некоторые, да, которые вот уже начинают со школьных времен, вот, уже начинают изучать японский язык, они, конечно, быстрее адаптируются. То есть от индивидуального уровня, Ну, да? да. Ну, после стажировки, конечно, это Ятаро, откуда у вас такой прекрасный русский язык? Да. Я вот в университете учил русский язык, и вот еще я 1 год стажировался в Петербурге. Сколько лет вы изучаете русский язык? Получается, уже 6-й год. А как думаете, когда можно достичь совершенства в русском языке? Это никогда. Ясно. С какого момента вы у нас в Якутии? Да, как давно? Я приехал вот в конце августа прошлого года. И сколько планируете быть у нас? Еще максимально еще 2-3 года. Ну то есть вы с нами надолго, да? Да, отлично. Ну, наверное, традиционный вопрос. Слава богу, да, у нас Туяра зима уже, по-моему, сегодня решила закончиться. Но, тем не менее, вы холода успели захватить. Как прошло? Ну, конечно, очень холодно. Что еще сказать? Но вот у меня коллега очень заботливая. Она каждый день спрашивает, каждый день говорит, оденьтесь потеплее. И проверяет мою одежду. Но помимо Ятаро у нас еще есть носители и китайского, и корейского языка, да, преподаватели. Поэтому, конечно же, наша задача, чтобы они не замерзли. Также мы знаем, что в Японии сегодня очень важный праздник. Да, вот расскажите про этот день. Вот у нас 11 февраля сегодня день основания государства.
Это связано с тем, что по мифологии нашей, вот в тот же день, 11 февраля 660 года до нашей эры, вступил в престол наш первый легендарный император Джимму. И он как основал японскую династию, японское государство. Как здорово. А как проходит этот день? Как празднуют? Какие мероприятия проводят? Вот у нас есть религия, синтоизм, как называется. Вот император — это глава этой религии, поэтому у нас во всех синтоистских храмах вот проводят торжественные церемонии, отмечается день основания государства. Ну а если вы не на родине, вы как-то отметите сегодняшний день? Может, схожу в японский ресторан сегодня вечером. Ну, не будем называть какой. Яра, ну, в конце беседы мы еще раз хотим поздравить вашу кафедру с 20-летием. Я думаю, что вы тоже, наверное, хотите передать коллегам привет. Да, действительно, спасибо большое. Передаем привет нашим коллегам, нашим студентам, нашим выпускникам и приглашаем всех в мае месяце на празднование нашего 20-летнего юбилея. Кроме того, ждем абитуриентов. Считаю, что знание восточных языков дает большую конкурентоспособность, да, нашим работникам. И, собственно говоря, кроме этого, мы прививаем не только любовь к языкам, но и любовь к культуре этих стран. Ну что ж, мы поняли уже, что Яра очень заботливо относится не только к студентам, но и к своим преподавателям. И это, мне кажется, относится ко всем. Еще раз поздравляем вас с юбилеем кафедры. Хорошего вам дня. Быстрее, чтобы весна у нас настала. Ну и повышайте уровень знаний наших студентов. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Что ж, наши дорогие телезрители, вы не переключайтесь. Мы продолжим после рекламы. Доброе утро, друзья! Сегодня вторник, 11 февраля, и вы смотрите новый день на канале НВК Саха. Что ж, к нам пришло еще одно сообщение. С добрым утром хотим поздравить нашу любимую доченьку Олесю. С днем рождения, родная наша! Сегодня мы желаем тебе исполнения всех твоих мечтаний. Любим, целуем и обнимаем. Мы присоединяемся к этим словам. Замечательные слова. Ну и давайте, наверное, узнаем, какая погода в этот замечательный день нас сегодня ждет. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем ожидается в центральных улусах минус 9, минус 15, в заречных минус 12, минус 17, в южной группе улусов минус 9, минус 12, в Вилюйских минус 14, минус 16, в Нижнеленских минус 17, минус 22, в западных минус 9, минус 17, в Калмын-Дигирских улусах минус 18, минус 39, в Янских минус 22, минус 32, на северо-западе минус 31, минус 33. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила всего лишь минус 18 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 2 метра в секунду. И днем, друзья, ожидается минус 16, минус 18. Почти что пришла весна. Быть может, вы, а быть может, ваши знакомые ищут работу. Вам будет интересно послушать, какие вакансии предоставлены. Требуется экономист, высшее профессиональное экономическое образование, опыт работы от 3 лет, заработная плата 39 926, ни больше, ни меньше. Требуется юрист-консульт, высшее профессиональное юридическое образование, стаж работы по специальности 3 года, наличие профессиональных знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей, заработная плата 44 780. Требуется кинолог, кинологическая служба, высшее среднее профессиональное образование, опыт работы от 2 лет, трудоустройство после собеседования, заработная плата 30 тысяч рублей. Друзья, мы уже анонсировали наш проект НВКшный, да, утренний проект. Вы должны собраться группой от 10 человек и спеть на камеру известнейшую военную песню «Катюша, расцветали яблони и груши». Держите при этом ваш телефон или камеру в горизонтальном положении, чтобы картинка была больше.
и отправляйте к нам на электронную почту utro.nvk.mail.ru, либо к нам на Инстаграм. И вот видите, сейчас мы посмотрим не первых, но уже очередных участников. Посмотрите, какой замечательный коллектив собрался и спел нам эту хорошую песню. Ну что ж, а мы продолжаем наш эфир, зарядившись такой замечательной песней, таким настроением. И сегодня у нас в гостях гостит Анастасия Дарбасова, ведущий методист ресурсного образовательного методологического центра в сфере национальных отношений Дома дружбы народов имени Кулаковского. И поговорим мы о Дне народной дипломатии. Анастасия, доброе утро. Как у вас настроение? Отличное. Ну что ж, что такое народный дипломат? Расскажите. Народный дипломат – это тот, который мероприятия проводит, да, во благо нашей республики, развития нашей республики, различного рода, например, международного сотрудничества, да, ну, очень много направлений, там, образование, может, спорт, очень много бизнес и так далее. Такой вот активный, общественно настроенный человек, да? Да. Я знаю, что 14 февраля, вот на этой неделе, в Доме дружбы состоится специальное мероприятие. Что это будет? Да, 10 февраля отметили День дипломатического работника. И Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия инициировало проведение Дня народной дипломатии в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. И как мы знаем, в нашей республике развито движение народной дипломатии. Благодаря тем людям, которые вот продвигают, да, реализованы проекты международного сотрудничества. И эти люди соберутся для того, чтобы рассказать, показать свои достижения на этом поприще. То есть, скажем так, презентовать свои проекты, поделиться своим опытом, своими наработками. Да. На сегодняшний день сколько заявок принято? Скольких, скажем так, делегатов ожидаете? Ну, в этот день вы посмотрите на выставку достижений, познакомитесь с проектами разных обществ, состоится консультационный семинар по обмену опытом. И также, ну, проектная сессия у нас делится на 4 направления. Это образование, спорт, бизнес, культура и также обсуждение Международного конгресса якутян 2022 года. Да. Меня и вот вечером состоится концерт совместный. Извините. Вот интересует конкретно про спорт. Как это проходит? Да, какие проекты представляют? Какая-то поддержка идет или что? Да, у нас заявлено уже несколько вот проектов, которые будут расскажут, да, дипломаты о своих проектах, которые вот прошли и будут проходить. Приходите 14 февраля с 12 Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Ну, а чем хорошо вот это мероприятие? То есть, если я так понимаю, что вот уже приняты же все заявки, да, от выступающих. Если, собственно, я не успела подать заявку, или если у меня еще пока нет проекта, чем он будет полезен, вот этот день для меня, для человека с улицы, скажем так? Да, ну, целью Дня народной дипломатии является вот
объединение всех усилий дипломатов во благо развития нашей республики, Республики Саха-Якутия, также показать свой уровень, свои достижения, да, какие-то, и обрести, конечно же, новых партнеров. Ага. Да. И все, кто интересуется дипломатией, все, кто хочет себя попробовать, конечно, могут прийти, будет очень интересно. Ну, это получается открытый разговор, да, диалог Да. друг с другом, да? Да. И где можно узнать, познакомиться с очень интересными людьми Да. и узнать, с какой стороны, да, посмотреть на какую-то свою проблему, да? Да. Анастасия, ну Дом дружбы народов нас очень радует различными мероприятиями. Я живу недалеко и очень часто вижу, что там прям всегда почти аншлаг, да? На этой неделе, помимо вот Дня дипломата, какие у вас еще мероприятия? Да, сегодня у нас с 6 вечера пройдет открытый отчет населению за 2019 год, который уже проходит 7-й раз. Приходите, будем ждать, будет интересно. Там да. вход свободный, Да, же, да? И вход тоже свободный, концерт да. будет, да? Вот какие проекты вы бы отметили? Да, вы принимали заявки, вы смотрели участников. Так, Что ну, вам запало в сердце? Ну, по мне, как очень интересный проект СЭХ в Европе, который проходит уже с 2017 года. Ага, во многих городах, да. Вот это вот. Очень интересно. Да, очень интересно. Анастасия, расскажите, почему вы начали этим заниматься? Что вас подвигло? Ну, да, показать в международном уровне, да, свою культуру, какие у нас обычаи, что у нас есть, обмен опытом и все-все-все в этом роде, которое связано с этим. Но День дипломата нынче, в 2020 году, он же впервые проводится, да? Да. Если позволить себе помечтать и помечтать от души, как вы видите деятельность в этом направлении лет через 5? Что у нас будет? Какие люди будут заниматься? Какое будущее, да? Ой, ну, круг, ну, зона общения, да, увеличится, много-много взаимодействий будет, и, конечно же, будет развиваться. Да, Да. дальнейшее развитие предполагается, Ага. да? Ну, дипломат это какой человек, Жень? Как ты себе представляешь? Дипломат, во-первых, человек тактичный, умный, подкованный, который держит, скажем так, руку на пульсе новейших событий. У Действительно, которого да, есть да? дипломат. Или есть дипломат. Максим, как всегда, шутит. Анастасия, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали про эту Да. интересную тему. Я думаю, что те, кому интересно, могут всегда зайти на Инстаграм или, может быть, позвонить даже в Дом дружбы, уточниться и прийти к вам в гости. Да, Анастасия, спасибо большое, Да. что вы к нам пришли. Друзья, ну а мы до конца эфира еще успеваем вам сказать Да. несколько полезных вещей. Мы Давай, проговорим... Женечка, немножко проанонсируем одну вещь. Давай, давай, говори. Что ж, зачитаю стих. Внимание. «После заката всегда рассвет. За темнотой сияет свет, к цели иди любой ценой, чтоб за нее стоять стеной. Видишь преграду, гордо встань, силою духа звезду достань». Это мы анонсируем к новой передаче «Сила духа», которая будет показываться нам с понедельника по четверг, каждый вечер с 9 часов. Так что, если, друзья, если у вас или у ваших близких произошли какие-то жизненные катаклизмы, иногда кажется, что руки опускаются и некуда больше, и незачем идти, пожалуйста, посмотрите нашу новую программу, Да. воодушевитесь и верьте, что все у вас Да, получится. это герои, которые живут вместе с нами. Да, действительно. Друзья, но и еще одна полезная информация. Ввиду того, что сегодня очень резко потеплело, я думаю, что многие, скажем так, метеочувствительные люди Да. могут сегодня чувствовать себя, ну, не очень хорошо. Могут чувствовать слабость, головную боль, головокружение, может быть, даже повышение артериального давления, раздражительность и проблемы с сердцем могут Даже возникнуть. так. Друзья, если у вас есть склонность к таким вот моментам, таким тенденциям, то, пожалуйста, внимание. Обратите внимание на наши советы. Итак, гипертоники. Начните утро с прохладного душа. Ни в коем случае не переедайте, уменьшите порции. Постарайтесь исключить соленое, сладкое и поменьше пейте воды. Побольше отдыхайте, ну и, конечно же, не курите ни в коем случае. Ну а гипотоники, начните, наоборот, день с контрастного душа. Позвольте себе чашечку крепкого чая или кофе, настойку радиолы розовой, женьшень или китайского лимонника. Ну а перед вечером вы можете принять хвойную ванну, которая вас расслабит, но в то же время ускорит кровообращение. Ну Эти что ж. советы хорошо сработают, чтобы у вас сегодня было хорошее самочувствие. Ну что ж, не забудьте про радиолу.
Также мы сегодня говорили о сказке на ночь своим детям. Не забудьте это обязательно сделать. И пусть ваш сегодняшний день пройдет замечательно, несмотря, вопреки или благодаря теплой погоде. Да. Встречайте нашу Айталину и Петра после нас.